Маленький орган с огромным значением. Сегодня мы поговорим с вами о признаках заболевания щитовидной железы, о тех маленьких симптомах, на которые, скорее всего, вы не обращаете внимания. А также я вам открою секрет, какой важно сдавать анализ абсолютно каждому человеку, даже ребенку с 1 года, который покажет истинно уровень йода и селена в вашем организме. Всем привет! Меня зовут Анжела Олеговна Холанчук, я врач-невролог-нутрициолог. И сегодня мы поговорим с вами на такую важную тему, как щитовидная железа. Щитовидная железа – это орган внутренней секреции, который весит всего лишь 18-25 грамм. Но в 1 минуту протекает 300 мл крови. Про щитовидную железу говорят так, что это прекрасная, непредсказуемая бабочка, любительница йода, которая угнездилась у вас на шее. Но в условиях ее дефицита она превращается в моль, которая способна скушать многое в вашем организме. Щитовидная железа продуцирует 2 гормона. Это Т3, трииодтиронин, и Т4, тироксин. И сейчас мы с вами плавно перейдем к признакам, к тем симптомам, которые, скорее всего, вас беспокоят, но вы на них не обращаете внимания. Есть 3 функции щитовидной железы. Это эутиреоз, это когда нормальное состояние вашей щитовидной железы, нормальное состояние и функция щитовидной железы работает. Это гипотиреоз, когда функция снижена. И гипертиреоз, либо еще называют тиреотоксикоз, когда функция повышена. Сейчас мы с вами поговорим о признаках гипотиреоза, когда функция снижена. В конце этого видео я вам расскажу о том, какие анализы необходимо сдавать ежегодно в рамках чекапа по щитовидной железе. Признаки гипотиреоза – это слабость, вялость, утомляемость. Раньше вы были бодрые, все успевали, утром легко просыпались. А тут что-то произошло, и вы просыпаетесь уже уставшей, и идете на работу только потому, что надо. И в обед вы работаете, и вам хочется поспать. Одним из первых признаков гипотиреоза – это когда после еды вам тоже хочется поспать, либо после завтрака, или после обеда. Признаками скрытого гипотиреоза также являются это набор веса. Вроде бы вы ничего не меняли, как питались, так и питаетесь дальше, но вес постепенно увеличивается. Либо наоборот, вы имеете лишний вес и решили снизить вес. И вроде бы, как и ранее, соблюдаете определенные принципы. Возможно, вы начали проходить ту либо иную диету, которую проходили раньше. Был результат, сейчас нет результата. Тоже рекомендую сдать гормоны щитовидной железы. Также отеки. Каждая, наверное, даже первая женщина, которая приходит ко мне на прием, она жалуется на отеки. Это могут быть отеки лица, это может быть пастозность тела, и это тоже является признаком гипотиреоза. При гипотиреозе у нас сухая кожа, волосы выпадают, меняется структура волос. Они раньше были у вас красивые, богатые, такие, плотные. Сейчас визуально сухие, тонкие, ломкость, возможно, даже ломаются. И ко мне недавно приходила буквально пациентка, говорит: вы знаете, после 2-х родов у нее во время 2-й беременности был гестационный гипотиреоз. Это когда во время беременности повышается уровень ТТГ. И после родов она говорит: у меня вот просто волосы обломались шапкой. То есть было удлиненное каре, стало каре вот именно по уши, да, по углу нижней челюсти. Прям просто шапочкой все сломалось. Это тоже признаки гипотиреоза. Кожа сухая, ломкость ногтей – это все признаки. Также, если вы длительно не обращаетесь за помощью, то вы чувствуете замедленное сердцебиение. То есть, если пульс в норме 60-80, то пульс становится 40-50. Возможно, раньше у вас было давление 120 на 80, сейчас оно у вас стало 100 на 70, либо 90 на 60. То есть, урежается пульс и уменьшается артериальное давление. Что у нас еще при гипотиреозе? Вот начиная от каких-то таких простых моментов и заканчивая уже тяжелыми состояниями, когда трудно забеременеть. Была у меня девушка на приеме в 2022 году, пришла ко мне в мае месяце, и ей ставили бесплодие. Первичное бесплодие, в течение года у них не получалось забеременеть супруга. Она была обследована полностью, с ног до головы, гинекологически.
разве что не успели сделать диагностическую лапароскопию. И я обратила внимание, что у нее уровень ТТГ 2. Как бы это референс. Но в связи с тем, что есть трудности забеременеть, я все-таки решила копнуть. Да, она сдала необходимый анализ, и мы увидели истинный дефицит йода. Я с ней работала июнь, июль, август. К августу у нее уровень ТТГ был 1,6, и ко мне она на прием пришла, будучи беременной. Что мы сделали? Изначально прошли детокс, это очень важно, потому что уровень ТТГ, уровень Т3 и Т4 зависит от того, что мы едим, какую еду мы едим, и поэтому детокс важно проходить как минимум раз в год. Я рекомендую это своим пациентам. А затем мы просто ее напитали теми важными микроэлементами, какие необходимы для того, чтобы случилась здоровая беременность. Признаки гипертиреоза, когда функция повышена, это горячая, да, это горячая на ощупь, влажная кожа. Если там была сухая, то тут влажная. Если там у нас был озноб, нам было холодно, то здесь постоянное чувство жара. Бросает то в жар, то в холод, но чаще всего в жар. И порой женщины мне описывают молодые, что как будто бы состояние как предклимакса, да, ну, хотя вроде бы возраст 30 плюс лет, а состояния такие, как перед климаксом у женщины. Кожа более влажная, более теплая. Если, например, человек с гипотиреозом, он более такой вялый, он медленно ходит, то человек с гипертиреозом, он, наоборот, такой, знаете, очень суетной. Он тут схватился, там схватился, у него постоянное чувство тревоги. Он такой скажет, кому, что, как делать. То есть это люди, которые такие на месте не сидят, их прям видно, да, видно человека с гипотиреозом и видно человека с гипертиреозом. Если там снижалось артериальное давление и снижался пульс, то здесь у нас наоборот повышается пульс, и чаще всего это пульс 100+, да, это и 100, и 120, может повышаться артериальное давление. При гипотиреозе, если не лечить вовремя, то такие уже крайние симптомы, это может опуститься века, и тогда будет узкая глазная щель, то при гипертиреозе, наоборот, у нас появляется экзофтальм, это выпучивание, да, когда у вас глаза становятся широко открытыми, и их как выпучивание получается, да, глазное яблоко выходит кпереди, если говорить простым языком. Что еще у нас при гипертиреозе? Ко мне как к неврологу тоже приходят такие пациенты, они жалуются на тревогу и тремор, то есть когда они вытягивают руки, то у них видно вот руки немножко треморят, дрожат, можно это назвать дрожь, можно это назвать уже термином тремор. Это тоже признаки гипертиреоза. Если вдруг вы увидели эти симптомы, да, и отнесли себя к той либо иной группе, и хотите разобраться более подробно, вы можете пройти мой мастер-класс 3,5-часовой, где вы узнаете более подробно про все заболевания. И там составлены протоколы под каждое из состояний гипотиреоза, аутоиммунного тиреоидита, которые уже годами мною проверены и подкреплены анализами. Для того, чтобы понять, ваши симптомы являются ложными, да, либо истинными, я рекомендую сдавать пациентам ежегодно чекап организма. Если мы говорим про щитовидную железу, то в рамках чекапа щитовидной железы важно проходить обследование. Если мы хотим посмотреть функцию щитовидной железы, то мы сдаем анализы ТТГ, это тиреотропный гормон, который вырабатывается гипофизом, и через ТТГ у нас идет связь головы с щитовидной железой. Это уровень Т3 и Т4 свободных, это те два гормона, которые продуцирует щитовидная железа, и обязательно как минимум раз в год даем на антитела. Это антитела к тиреопероксидазе и антитела к тиреоглобулину. Далее, если вы хотите посмотреть структуру, важно смотреть и функцию, и структуру, то важно проходить УЗИ один раз в год щитовидной железы. И тот самый главный секрет, который я вам сегодня хотела рассказать, это обязательный чекап как вам, так и вашему ребенку, это йод и селен в моче. Почему? Щитовидная железа является самым главным органом, который нуждается в йоде и селене. И, соответственно, если в щитовидной железе много йода, то мы увидим в моче много йода. Если в щитовидной железе мало йода, то мы увидим в моче мало йода. Поэтому я ориентируюсь обязательно на дефицит йода либо селена в моче.
Соответственно, йод и селен в моче тоже важно сдавать. Я рекомендую сдавать эти анализы раз в год, и если вы сдадите анализы и увидите какие-то изменения, я обязательно рекомендую обратиться вам либо к нутрициологу, либо к эндокринологу, или пройти мой мастер-класс. Ссылка на мастер-класс в описании. В мастер-классе мы говорим более подробно о заболеваниях щитовидной железы, а также там к каждой из функций представлены протоколы, проверенные уже мною годами и подкрепленные анализами. Поэтому вы можете посмотреть по анализам. Там я прям более подробно рассказываю про ТТГ, про Т3, Т4, какие повышены, какие снижены, и, соответственно, протокол на каждое состояние. Всем спасибо за просмотр. С вами была Анжела Холанчук. Ставьте лайки. Если у вас возникли вопросы, обязательно пишите комментарии. И увидимся с вами в следующем видео.